Не все ветераны в этот день могли быть на трибунах во время Парада Победы. Самому молодому участнику Великой Отечественной войны 95 лет. Накануне Владимир Уйба навестил тех из них, кто проживает в столице Коми. Николая Николаевича Гайворонского, Марию Арсентьевну Полищук и Николая Афанасьевича Князева и вручил им памятные подарки. Здравствуйте. Разрешите обратиться, глава Республики Коми, Уйба Владимир. Гайворонский Николай Николаевич. Да, Николай Николаевич. Участник инвалид войны. Да, почет вам, уважение от меня и от всей республики. От всего российского народа. С праздником. Николай Николаевич Гайворонский призывался в Саратовской области в 44-м. Младший сержант, слесарь-ремонтник, наводчик, командир пулеметного отделения. Служил на Ленинградском и Первом Прибалтийском фронтах. Получил тяжелое ранение. Демобилизован был в 50-м году. Награжден медалями за отвагу, за победу над Германией, орденом Отечественной войны первой степени, юбилейными медалями. Мария Арсентьевна, да, здравствуйте, с праздником вас. Спасибо, и вас тоже. Да, с праздником. Мария Арсентьевна Полищук с 1942 года принимала участие в строительстве оборонительных сооружений. Участвовала в Великой Отечественной войне рядовым в составе Ленинградского, Сталинградского, Первого и Второго Прибалтийских фронтов. Демобилизована была в мае 47-го. Награждена медалями за оборону Сталинграда, за победу над Германией, юбилейными медалями. Мария Арсентьевна приехала в Сыктывкар и поступила рабочей на построенный в то время молочный завод. Растила дочь, заочно училась в Ленинградском институте молочной промышленности. Получив высшее образование, стала сменным мастером, затем начальником производства. Активно занималась общественной работой, патриотическим воспитанием молодежи, рассказывала школьникам о войне. А это Николай Афанасьевич Князев. Он был призван в Красную армию в 43-м году. Служил рядовым в пехотных войсках на Прибалтийском и Забайкальском фронтах. Был автоматчиком и разведчиком. Бравый пехотинец, как будто сейчас прям в строй. Да, нет. С праздником вас. И это несмотря на ранение в 44-м. После демобилизации в 1950 году он окончил курсы водителей и работал по специальности в самых разных организациях Сыктывкара. Награжден орденом Отечественной войны первой степени, медалями за боевые заслуги, за победу над Японией, за победу над Германией в Великой Отечественной войне, Жукова и юбилейными медалями. Глава Коми поблагодарил участников Великой Отечественной войны за фронтовой и трудовой подвиг, за победу, пожелал им крепкого здоровья, бодрости духа, долгих и счастливых лет жизни.